Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как водитель «Жигулей» сбил автоинспектора и пытался скрыться. Он его долбануло в отбойник. Расскажем о мере пресечения, которую избрали водителю автобуса, участнику смертельной аварии на проспекте Ибрагимова. Если он будет подавать на вес, какому коллективу будет брать лет. Свою вину в нарушении правил движения он признал полностью. А также, чем закончилось распитие спиртного женщины в компании двух своих мужей, бывшего и нынешнего. Геннадий Иванович, а можно я к тебе приведу своего любовника, Сергея Николаевича? Все это прямо сейчас. Водитель «Жигулей» сегодня днем на улице Чистопольская не подчинился требованию автоинспекторов об остановке. Сотрудник ГИБДД пытался его задержать. В тот момент, когда он подошел к остановившемуся в заторе автомобилю, молодой человек нажал на газ. Водитель протащил человека на приличной скорости несколько десятков метров, потом постарался сбросить его, направившись к отбойнику. Ты смотри, тащит его, тащит его. Он его долбануло в отбойник. Смотри, что творит по встречке. Инспектор упал, он жив, сейчас находится в больнице. «Жигули» задержали на подъеме с Ямашева на Сибирский тракт. За рулем автомобиля был 16-летний подросток. Говорит, автомобиль принадлежит ему самому. Испугался, когда его пытались остановить, а инспектора он не сбивал. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия. Инспектор сам зацепился за дверь, просил остановить. Я его не переехал, не сбил. Ну, об отбойник? Что об отбойник? Ты же специально следовал об отбойник. Не об отбойник. После того, как он сам слетел, отцепился, я уже сам проехал по отбойнику. И это не отбойник, это просто был столб маленький. Ну, когда вот тебя пытались остановить, долго катался? Минут 10. Ты же понимал, что тебя задержат? Понимал. А зачем уезжал? Побоялся. Усугубить ситуацию хотел? Наоборот. Ну, хотел как лучше. В итоге, как обычно. До 27 мая суд отправил в следственный изолятор Турсунбая Бубаханова, водителя автобуса 35-го маршрута, который 3 дня назад стал участником смертельной аварии на перекрестке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова в Казани. Следствие установило, что он грубо нарушил правила дорожного движения, поворачивал на красный свет не из крайнего левого ряда, а просто справа объехал стоящий там автомобиль. В результате в автобус врезалась едущая навстречу «Хонда». 32-летний водитель, который от полученных травм скончался на месте. Его привели в зал в наручниках. Уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины возбудили сразу и уже предъявили обвинение в нарушении правил движения, результатом которого стала смерть человека. Утром 27 марта он, управляя автобусом с пассажирами в салоне, поворачивал налево с улицы Восстания на проспект Ибрагимова. В этот момент в него врезалась встречная «Хонда Цивик». О том, что молодой человек скончался, водитель автобуса узнал не сразу. Сначала пересадил пассажиров, потом позвонил на работу и сообщил о ДТП. Сразу после аварии уверял, он заканчивал маневр, а легковушка летела с огромной скоростью. Нет, светофор зеленый был. Потом я поворачиваю, уже моргаешь. Не получилось так. Я увидел, вообще далеко увидел. Вообще летит, даже не тормознул он. Хорошо, народ мало был. То же самое через переводчика пытался объяснить и судье, но обстоятельства произошедшего сегодня не рассматривали. Он говорит, я же там же не нарушил, ну типа так, не легкий газ. Но я ему объясняю, сейчас дело не в этом. На допросе вину признал полностью. Момент аварии был зафиксирован со всех сторон регистраторами находящихся там автомобилистов и камерами видеонаблюдения. На записи видно, что поворачивать он стал, когда стрелка, разрешающая маневр, уже погасла. При этом объехал стоящий в левом ряду автомобиль. Имея реальную возможность забугорнения на значительном расстоянии обнаружить, что на дополнительной секции светофорного объекта выключен разрешающий поворот налево сигнал светофора, проявляя преступное легкомыслие, не принял меры к снижению скорости и остановки автобуса перед дорожным знаком 6.16 стоп-линия, а также без антенны дорожной разметки 1.12,
указывающих место, где водитель должен остановиться при запрещающем сигнале светофора. А вместо этого приступил к выполнению небезопасного маневра поворота налево. Опасность тут была и для пассажиров. Как признался сам мужчина после аварии, хорошо, что людей в салоне было немного. Все сидели, только поэтому не получили травм. Учитывая все это, следователь ходатайствовал об аресте обвиняемого. Адвокат был против и просил для мужчины арест, но домашний. В Киргизии у мужчины супруга и 4-летний ребенок. Живут на те деньги, которые присылает им глава семьи. Если он будет под домашним арестом, как он может крыться? Его будут тестировать инспекторы в теме, у него будет браслет, то есть он будет находиться в ограниченном пространстве. Может он крыться и как-то воздействовать на свидетелей, понятых и так далее. Вследствие есть основания полагать то, что Бубаханов ПМ имеет возможность скрыться от следствия, также иным образом воспрепятствовать производству следственных действий, несмотря на принятые меры в виде браслета. Он допрошен, обвинение предъявлено, вину признал, содеянный раскаивается. То есть, в принципе, картина следствия ясна, куда-либо, как говорится, скрыться, и тем более на территории Российской Федерации, я думаю, намерения у моего подзащитного нету. В Казани у него 2 родных брата, один из них, к слову, тоже водитель автобуса. Сегодня в суд пришли его поддержать. Все время с момента аварии он был задержан. Я на автобусе работаю, брат нет. Нет, надо сейчас сказать, его мы с ним не разговаривали вообще. А, то есть его сразу задержали, да, и все? Да, ни разу, вот я сейчас после этого первый раз. Как такое произошло, говорят, не понимают. Правила движения стараются соблюдать. И надеялись, что раз причинение смерти неумышленное, то и мера пресечения будет не столь сурова. Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Бубаханова Турсунбая Мухаммада Сабыровича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть на 1 месяц 28 суток, а всего на 2 месяца с учетом времени задержания, то есть до 28 мая 2024 года содержания в УКУ СИЗО ВСИН России. В случае, если водителя автобуса признают виновным, ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Светлана Звонарева, Рамзиль Гарипов, вызов 112. «Шевроле Авео» перевернулся на крышу после столкновения с «Фордом» на 3-й транспортной дамбе. 75-летний водитель «Шевроле» свою вину признал сразу и рассказал, сильно заранее стал перестраиваться в крайний правый ряд и не заметил едущую там иномарку. 75 живой остался. Водитель «Шевроле» случившееся, кроме как подарком на день рождения, не называет. Через неделю отмечает 75-летний юбилей. В этой аварии не получил ни царапины. Вину в аварии мужчина признал сразу. За 25-летний водительский стаж – это его первая авария. Рассказывает, ехал в сторону Сибирского тракта. Нужно было в больницу. Добираться на машине не лежала душа. Но процедуры были назначены на 22 часа. И после них домой просто не добраться. Сразу вызвал, 10 часов у тебя процедура. Я специально пораньше поехал, чтобы так не хотел. Автобусом, а автобус обратно 10 часов кончается. Как поехать? Раньше стал перестраиваться и на правую полосу для последующего маневра, но не заметил едущий там автомобиль. А я по правой полосе был. Он меня просто. Вот получается, я его только начал догонять, он меня. Получается, как раз он меня прижимает, меня к бордюру автоматически. Я сигналю, еду как бы. Я руль вправо, получается, я бордюр бьюсь, машину чуть толкает, его переворачивает. При этом «Шевроле» ударил «Форд» и в левый бок, и в правый. Но молодой человек беспокоился не из-за этого. Повреждения неприятные, но не критичные. Больше его волновало здоровье пожилого водителя перевернувшегося автомобиля. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь. Мы сразу машину на бок начали переворачивать. Девушка в такси ехала, она вызвала. Жив-здоров, я больше за это испугался, не дай бог. Главное, живой. Я у него тоже спрашиваю, куда, говорю, не смотрит. А в больницу торопился. «Шевроле» после опрокидывания была на ходу. Из повреждений под замену правая передняя дверь и бампер. Все целые, но дверь ладно уже. Сейчас это надо привязать, как поехать. А вот водителю «Форда», чтобы тронуться с места, пришлось попотеть. Переднее правое колесо пробил об бордюр, но покидать автомобиль оно не желало. Пригибает? Это нормально за зиму. Соли. Я же не трогал ее. Как только молодой человек смог поменять колесо, водители отправились в центр оформления ДТП. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, вызов 112.
Разбитой головой одного мужчины, задержанием второго и множеством вопросов со стороны полицейских к даме их сердца закончилось употребление женщиной алкоголя в компании двух мужчин, первого и третьего мужей. Рассказывает, нынешнего сожителя пригласила в гости к бывшему супругу. Тот был не против. Позвала бы и второго экс-мужа, но его, говорит, уже нет в живых. Выпили много, и ей нужно было выйти. А когда вернулась, увидела одного из мужчин, лежащего в луже крови. И тут же вызвала медиков. Пока одним из воздыхателей дамы занимались врачи, второго, живого и здорового, задержали стражи порядка. Что он говорил, никто не понимал, язык его не слушался, так же, как и ноги. Из двух мужчин, находившихся в одной квартире вместе с дамой сердца обоих, он единственный был без единой царапины. Стражи порядка для выяснения всех обстоятельств доставили его в отдел полиции. Второй, после того, как его рано обработали врачи скорой помощи, отправился вслед за первым. В срочной госпитализации пострадавший не нуждался. У женщины показания полицейские пытались взять на месте с трудом, но она рассказала, что оба ее бывшие мужья. Первый и третий. В одной квартире она собрала их сама. Внимание одного мужчины, тем более в возрасте и нетрезвого, ей мало. Мой муж первый, я ему сказала: Геннадий Иванович, а можно я к тебе приведу своего любовника Сергея Николаевича? Он говорит: конечно, потому что я тебя очень люблю. Позвала бы, говорит, и второго экс-супруга, но его уже нет в живых. Второй у меня крепко допился. Так, пожалуйста. Говорит, алкоголь был, много, но не пили. Дегустация закончена. Во время дегустации дама пожелала выйти, а когда вернулась, увидела своего третьего супруга, лежащего в луже крови. Вот я когда крокодил забрали, он говорит: я не трогал. А у Сережика, у третьего, с него кровь течет и течет. Я говорю: Сережик, я говорю, скажи правду маме. Он говорит: мамка, он говорит, мне, говорит, просто башки ебал. И кому верить, если меня дома не было? Зла она не хочет никому и верит обоим, все-таки родные люди. А что произошло в этой квартире, сейчас выясняют стражи порядка. Установлено, что в квартире двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку, в результате чего один из них получил ножевое ранение в районе затылка. Заявление по факту нанесения телесных повреждений пострадавший писать отказался. Процессуальное решение по этому делу будет принято после окончания проверки, которую сейчас проводят стражи порядка. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.